Spasibo. Spasibo нашим братьям, молодежи спасибо, jaunimai. Ačiū Jums, Dėkojam kad, broliam, dėkojam jaunimui, что вы можете нам помочь kad galite mums padėti петь для нашего Господа. giedoti viešpačiui. Знаете, музыканты — это великое дело, да? Ir muzikantas yra didelis Они darbas. всегда помогают, дорогие друзья. Jie visada padeda. Знаете, чтобы даже кто не умеет петь, чтобы они могли петь. Ir kas nemoka, galėtų giedoti. Да, но знаете, иногда бывают такие ситуации в жизни у музыкантов и певцов. Bet kartais būna tokios situacijos muzikantų. Мы читаем в Библии это. Biblijoje tai skaitom. Всегда музыканты, певцы, они, говорят, такие, они привилегию имеют, знаете, так, Sakoma, kad хорошее muzikantai место такое, да. turi privilegiją, Особенно gerą в армии, vietą. знаете, там все воюют, они просто играют, да. Ypatingai armijoje visi kovojo, jie groja. Но в Библии было такое место, когда один раз Бог сказал: поставьте прославителей впереди войска. Bet Biblijoje rašoma tokia vieta, kad šlovintojus pastatykite karių priekyje. Я думаю, все эти музыканты, певцы, левиты, они умерли, прежде чем они пошли туда. Tikriausiai pirmiau tie levitai ir giedotojai numirė prieš eidami ten. И, знаете, я представляю, вы представляете, что в разуме происходит? Ar įsivaizduojat, kas vyksta prote, В сердце твоем. tavo širdyje? Так с чем мы защищаться? Трубами там или барабанами будем? Чем мы там? Ir kuom gintis, ar būgnais, ar dūdomis? Да, с чем мы отбиваться от стрел, копьев там и всего остального, что на тебя полетит сейчас, Ir да? kuom apsiginti nuo iečių ir strėlių? Но знаете, очень важно, друзья, поверить Божьему Слову. Bet labai svarbu patikėti Dievo žodžiu. И очень важно узнать, когда Бог говорит в твоей жизни. Ir svarbu žinoti, kada kalba И Dievas tavo Бог gyvenime. сказал: идите, играйте и пойте для имени моего. Ir viešpats pasakė, eikit, giedokite, grokite И mano vardui. будет победа. Ir bus pergalė. И, конечно, дорогие друзья, и они так и сделали. Ir jie tai padarė. И Бог привел в замешательство чужие войска. Ir Dievas sumaišė priešų karius. И была победа для израильского народа. Izraelio tautai buvo pergalė. Дорогие друзья, кто не был в прошлое воскресенье, Kas nebuvo praeitą sekmadienį. мы говорили, я такую мысль хочу, которая не покидает меня в последнее время. Ir noriu pasidalinti mintimi, kuri paskutiniu laiku nepalieka И, manęs. знаете, мы говорили о том, что очень важно нам, как сказать, молиться за других людей. Yra labai svarbu melstis už kitus žmonės. И очень важно, дорогие друзья, не осуждать других людей. Ir labai svarbu neteisti kitų žmonių. Знаете, дорогие друзья, есть такие моменты, когда мы нашим разумом что-то начинаем понимать. Ir būna momentai, kad protu pradedame kažką И suvokti. вроде бы мы стали умнее уже, и духовнее, или как это сказать. Tarsi tampam protingesni ar dvasingesni. Знаете, я разговаривал с одним человеком, Ir kalbėjau su vienu žmogumi. и я сказал, я принял для себя такое решение, Ir pasakiau, priėmiau savo tokį sprendimą. что я не имею права Neturiu teisės осуждать другую церковь. teisti kitą Я не bažnyčią. имею права осуждать другого пастыря. Neturiu teisės teisti kitą Даже pastorių. если знаю, что он живет в грехе. Net jeigu žinau, kad jis gyvena nuodėmiai. Он будет отвечать перед Богом. Jis atsakys prieš Dievą. Знаете, друзья, мы часто становимся на место Бога, судьями такими. Dažnai vietoj Dievo tampame teisėjais. И я в своей жизни, друзья, служа Богу, увидел такие, ситуации, Ir savo gyvenime, tarnaudamas Dievui, pamačiau tokias situacijas. что те люди, которые поднимали голос свой на церковь и на служителей церкви, Žmonės, kurie pakeldavo balsą prieš tarnautojus их bažnyčios, жизнь печально заканчивалась. jų gyvenimai liūdnai И это не pasibaigdavo. значит, что они умирали, да? Tai nereiškia, kad jie Но mirdavo, часто в их домах происходило какие-то ситуации bet jų namuose vykdavo kažkokios с situacijos их детьми. su jų И vaikais. многие другие вещи, которые не приносили благословения для их домов. Ir daugelį dalykų, kurie net neždavo palaimos jų namams. Знаете, как говорят, глупые учатся как там на своей ошибке, да? Sakoma, kvailas mokosi iš savo klaidų, Да, а умный на других, да? o išmintingas iš kitų. Знаете, Бог, я думаю, дает нам мудрость. Manau, viešpats duoda išminti. Друзья, написано, что только Бог может сказать о человеке, о церкви, то, что Он думает. Ir draugai yra pasakyti, kad tik viešpats turi teisę pasakyti, ką jis galvoja A apie tarnautojus Библия что bažnyčią. нам говорит? O ką sako Biblija? Библия говорит, что если кто-то упал,
Biblija sako, jeigu kas parkrito, Бог силен восстановить его. viešpats galingas pakelti. А кто ты, что ты осуждаешь чужого раба? O kas tu toks, kad teisi svetimą tarną? Так что, знаете, друзья, я просто тоже хочу вам пожелать. Примите для себя решение Noriu ir jums palinkėti, priimkite savo sprendimą, закрыть дверь для дьявола. uždaryti duris velniui, Не осуждать церкви, neteisti не bažnyčios, осуждать пастырей, neteisti pastorių, не осуждать служителей. neteisti tarnautojų. Даже если вы все знаете и вы правы. Net jeigu viską žinot ir Ну esate вот teisūs. представьте, вот вы все знаете и вы правы. Jūs viską žinot ir esate teisūs. Знаете, Бог благословит, когда мы будем молиться за них. Viešpats palaimins, kai melsimės už juos. Мне одна история нравится. Man patinka viena У меня совсем istorija. другая тема сегодня, друзья. Просто я вспомнил прошлую тему нашу. Turiu visai kitą temą, bet prisimeniau praeitą. Одна сестра ходила в одну церковь. Viena sesuo vaikščiojo į vieną bažnyčią. И так ей все nравилось в этой церкви. Ir viskas jai patiko toj Но в один bažnyčiai. момент, Bet vieną знаете, как momentą, будто кто-то включатель включил у нее. tarsi kažkas jungiklį jungė. Она начала видеть все грехи пастыря. Pradėjau matyti visas Nu, problemai pastoriaus tokie. nuodėmės problemas. Что он не так говорит, не так поступает, он там что-то там обманывает, ну и так дальше. Kad ne taip kalba, ne taip elgesi, apgaudinėja, dar kažką daro. И она говорит, Господи, Ir sako, viešpatie, не может быть. negali būti. Знаете, и она начала с сестрами в церкви обсуждать пастыря. Ir pradėjo bažnyčiai su sesimi aptarinėti И она говорит, pastorių. ну знаете, а вот пастырь, как он может быть пастырем, и так дальше, и так дальше. Ir sako, va pastorius, kaip jis gali būti И вот pastoriumi. эта сестра попадает на одну молитву. Ir sesuo papuola į vieną maldą. И во время молитвы Дух Божий поднял одну сестру Ir maldos metu viešpats pakėlė vieną seserį, и говорит kalba пророческое слово. pranašišką И žodį. говорит, я открыл тебе глаза, Aš tau atvėriau akis, чтобы ты молилась за пастыря, kad melstumės už pastorių и чтобы ты не осуждала его. ir kad jo neteistum. И знаете, и пришло откровение к ней. Ir atėjo prieškimas Знаете, jai. дорогие друзья, когда мы что-то начинаем видеть Kai mes kažką pradedam в matyti церкви, в bažnyčiai, служителях, в tarnautojose, других церквях, kitose это не значит, bažnyčiose, что мы такие умные стали. tai nereiškia, kad mes tokie protingi Но может tapom. Бог открывает наши глаза, чтобы мы просто стали в борьбу за эти церкви, за этих служителей. Gal Dievas atveria akis, kad mes stotumėm į kovą už tuos tarnautojus ir bažnyčias. И Бог дает нам духовные глаза. Ir viešpats duoda Так dvasinės что, akis. друзья, не перепутаем, хорошо? Ir nesumaišykim. Если Бог открывает нам, Jeigu Dievas atveria, то Бог имеет цель для нас. tai viešpats turi tikslą. А не и цель, чтобы мы молились за этих людей. Tikslas, kad melstumėm už tos Потому žmonės, что Бог стоит за этих людей. nes viešpats stovi už tų И пускай žmonių. Бог благословит, дорогие друзья. Ir tel palaimina Сегодня, дорогие друзья, viešpats. я хочу говорить вообще, что нам нужно знать, как отвечает Бог на наши молитвы. Да? Kad noriu kalbėti apie tai, kad reikia žinoti, kaip viešpats atsako į mūsų maldas. То есть, друзья, знаете, когда мы знаем, как Бог отвечает на молитвы, Kai žinom, kaip Dievas atsako į maldą, тогда мы останемся в этой молитве до конца. tada liksim toj maldoje iki galo. И, конечно, дорогие друзья, молитва – это труд. Malda tai yra darbas. Иногда, конечно, молитва – это восхищение бывает, да? Malda kartais būna Когда susižavėjimas. ты наслаждаешься присутствием Божьим, Mėgaujasi Dievo когда buvimu. Бог отвечает тебе, Viešpats tai atsako когда tau, Бог учит тебя. kai mokina. Но иногда молитва – это служение. Kartais malda tarnavimas. Иногда молитва – это когда ты ходатайствуешь за других людей. Malda, kai tu užtari kitus žmonės. Молитва – это когда ты стоишь в проломе. Malda, kai stovi tame pralaužime. Вы помните, как Иисус молился в Гефсиманском саду, да? Ar prisimint, kaip Jėzus meldėsi Что у Getsemanės него sode падал пот, как капли крови. ir krito prakaitas, kaip kraujo lašai. То есть ученые сказали о том, что когда Иисус молился, Ir mokslininkai pasakė, kai Jėzus у meldėsi, него было такое напряжение в молитве, jis turėjo tokią įtampą что maldoje, капилляры лопались, kad trukinėjo и kapiliarai. просто этот пот и с этими лопнувшими капиллярами падал как кровь на землю. Ir iš tų suplyšusių kapiliarų prakaitas su krauju krito ant И, žemės. дорогие друзья, и я хочу сказать, что это была молитва борьбы. Tai buvo kovos malda. Когда он говорил: Отец, если можно, я не пойду на этот крест, Ir jis kalbėjo, tėve, jei įmanoma, neįsiu ant kryžiaus, но я хочу исполнить твою волю. bet noriu įvykdyti tavo И valią. знаете, и как бы Господь понимал, куда он идет, и что ему нужно будет предстоит И испытать.
Viešpats suprato, kas jo laukia ir ką reikės jam И iškesti. была эта борьба. Tai buvo kova. Знаете, друзья, иногда бывает у нас такая борьба. Ir kartais mes turim tokią Может, kovą. нет такого, что наш пот как капли крови, да? Gal nebūna, kad krenta prakaitas kaip Но kraujas, иногда мы проливаем пот, когда мы молимся, дорогие bet друзья. būna, kad praliejam prakaitą Inag- melsdamiesi. Иногда такая есть борьба духовная, когда мы противостоим против всякого зла. Ir būna kova, kai stojam prieš blogį. Но очень важно, друзья, Bet labai svarbu, draugai, знать принципы или ступени, как Бог действует в нашей жизни. ir žinoti principą, veikimą, kaip veikia И Dievas. тогда придет победа в нашу жизнь. Ir ateis pergalė Знаете, gyvenimo mūsų. некоторые люди, как говорят, не дождались ответа. Kai kurie žmonės nesulaukė atsakymų. Некоторые люди на полпути бросают то, что они начали. Ir būna kai kurie žmonės pusiaukeliai pameta tai, ką pradeda. А я верю, что Господь хочет, чтобы мы были победителями. Аминь. O tikiu, kad Viešpats nori, jog būtumėm nugalėtojai. Если мы начали, Jeigu pradėjom, чтобы мы довели эту работу до конца. kad iki galo davestumėm tą darbą. Друзья, знаете, доводить работу до конца очень трудно. Кто согласен? Iki galbo darbą davesti yra sunku. Вот я приведу пример такой. Ir pavyzdį jums pateiksiu. Очень легко начать читать книгу, правда? Yra lengva pradėti skaityti knygą. Особенно, когда друг или подруга тебе порекомендовали книгу, да? Ypač kai draugas ar draugė Они parekomenduoja. сказали, супер, здоровская книга. Sako, kokia gera Я knyga. прочитал. Perskaičiau. Знаешь, и мы такие, о, мы вдохновились, да? Ir mes būnam įkvėpti. И говорит, дай почитать. Duok Ну, paskaityti. дали нам почитать. Ir duoda Я думаю, paskaityti. что первых пару глав мы как-то под вдохновением читаем, да? Ir pirmosius 2 skyrius iš įkvėpimo skaitom. А потом меньше, Po to а mažiau. потом другие проблемы пришли в жизнь. O po to problemos А ateina į потом мы вообще gyvenimą. про эту книгу забыли. O po to visai užmirštame tą Знаете, у нас knygą. есть один пастырь, Yra pastorius vienas. это мой пастырь. Tai mano pastorius. Знаете, он всегда нам так говорит. Jis visada taip kalbama. Он говорит, какая проблема, берете книгу, 2 дня и прочитали, говорит. Sako, kokia problema, paimat knygą 2 dienas ir perskaitėt. Он говорит, кто там толстая книга, как за 2 дня прочитать? Taigi ten stora knyga, kaip per 2 dienas Знаете, perskaityti. знаете, я думаю, друзья, вот иногда мы начинаем какое-то дело, да? Ir būna, pradedam kažkokį darbą, Читать книгу, skaityti что-то knygą, делать. kažką Мы daryti. приняли решение, что мы хотим это сделать. Ir priimam sprendimą, kad tai darysim. Но потом приходят трудности, Po to ateina sunkumai, приходят испытания, išbandymai, приходят проблемы. problemos. И мы на полпути останавливаемся. Ir pusiaukelį И sustojam. потом говорим, Бог не отвечает. Sakom, Dievas А neatsako. Бог говорит, ты не дошел до конца пути. O viešpats sako, nedai iki galo Ты kelio. не дождался. Nesulaukiai. Знаете, друзья, самое трудное в нашей жизни Sunkiausia mūsų gyvenime это ждать. - laukti. Кто ждал в своей жизни? Kas laukia Все savo мы gyvenime? ждали, да? Visi И laukiam. ждем иногда. Ir laukiam. Знаете, и самое трудное это ждать. Sunkiausia yra laukti. Я помню, я вроде бы не нервный человек. Так, Atrodo nenervingas ну, žmogus, вроде бы так нервы у меня еще не расшатаны сильно, да? kad nėra labai Ну susidėvėję. вот, но помню, когда я болел и ждал врача, чтобы он мне сделал выписку из больницы, да? Ir kai sirgau, laukiau, kada gydytojas išrašys iš Чтобы я мог ligoninės, поехать домой. kad galėčiau namo И grįžti. знаете, я сижу сначала, 10 минут нормально, 15 нормально, да? 10 minučių sėdžiu normaliai, 15 И врач ходит normaliai. туда, вперед-назад, туда, знаете, дела там всякие, Окей. пациенты. Gydytojas pirmin, atgal visokie reikalai. Он говорит, подожди, Sako, palauk, жду. laukiu. Полчаса прошло. Praėjo И pusvalandis. знаете, я замечаю, чем дальше я жду, у меня начинают руки трястись, колени, ноги начинают дергаться. Ir kuo ilgiau laukiu, pastebėjau, kad pradeda kelienai drebėti, rankos Знаете, drebėti. Я сам, я не специально, то есть они как бы сами по себе начинают что-то происходить с ними. Ir kažkaip savaime jie patys pradeda drebėti. И, конечно, дорогие друзья, ждать иногда очень трудно. Ir laukti yra sunku. Но мы должны дождаться. Mes turime sulaukti, Мы должны выстоять. turime išstovėti, Потому что мы воины Иисуса Христа. nes esame Jėzaus kariai. И потому что Господь за нами. Ir viešpats už mus. И Он с нами, Ir дорогие jis su друзья. mumis. И Он внутри нас. Ir viduje И mūsų. Он руководит нами. Vadovauja mums. Я сегодня хочу, дорогие друзья, говорить о вот этих ступенях, дорогие друзья. Noriu kalbėti apie laiptelius. Что мы должны иметь цель в нашей жизни, Turime turėti tikslą gyvenime, иметь цель в нашей молитве. maldos tikslą. Знаете, конечно, иногда есть просто прославление Бога. Kartais būna šlovinimas Dievo. Просто когда ты утром встаешь, и ты так в восторге говоришь, Господи, как я рад, что я могу славить Тебя, да? Atsikeli ir džiaugies tiesiog
Kaip gera viešpatie, kad galiu tave šlovinti. Иногда есть нужды в твоей жизни. Kartais yra poreikiai. Иногда есть ситуации, где ты знаешь, что никто тебе не поможет, кроме Бога. Yra situacijos, kai žinai, kad tik Dievas gali padėti. И ты молишься в этой молитве. Ir meldies toj И maldoje. знаете, друзья, есть некоторые шаги в молитве, которые, как бы мы должны делать. Yra tam tikri žingsniai, kuriuos turim daryti. Первое место, которое я хочу, чтобы мы открыли, прочитали, это Бытие, прочес, да? Pirma vieta tai pradžios Будет knyga, 12 глава. Это история про Авраама. 12 skyrius. И когда Бог призвал Авраама пойти в землю, которую Бог приготовил для него. Istorija prie Abraomo, kai viešpats pašaukė jį į žemę, kurią jam paruošė. И прочитаем пару стихов. Porą eilučių paskaitysim. 7-8 стих с 12 главы. 7 ir 8 eilutė. «И явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю сию, и создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Viešpats pasirodė Abraomui ir tarė, šį kraštą duosiu tavo palikuonėms. Ten Abraomas pastatė jam pasirodžiusiam viešpačiui aukurą. Оттуда двинулся он к горе на восток от Вифиля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль был на запад, а Гай на восток. И создал он там жертвенник Господу и призвал имя Господа. Iš čia jis pajudėjo kalnų link į rytus nuo Betelio ir pasistatė savo palapinę. Į vakarus nuo jos buvo Betelis, o į rytus Ajas. Ir čia pastatė aukurą ir vardu šaukėsi viešpaties. И знаете, дорогие друзья, вот эти, пару стихов я хотел немножко посмотреть вместе с вами. Ir šitas porą eilučių norėjau pažiūrėti su jumis. Что Авраам делал? Ką darė Abraomas? Знаете, ему являлся Господь. Jam pasirodė viešpats Он ставил жертвенник для Господа. ir pastatė aukurą Он viešpačiui. приносил жертвы для Господа. Aukojo Dievui aukas. И, дорогие друзья, есть вещи, которые делает Господь. Yra dalykai, kuriuos daro Есть viešpats. вещи, которые мы должны делать. Yra dalykai, kuriuos mes turim Знаете, padaryti. есть вещи, которые Бог за нас не сделает. Yra dalykai, kurių už mus Dievas nepadarys. Бог все может. Viešpats viską gali. Но Он хочет, чтобы мы участвовали. Bet jis nori, kad mes И dalyvautume. что Господь делает? Господь явился Аврааму. Ir ką daro viešpats? Jis pasirodė Он Abraomui, говорил к Аврааму. kalbėjo Abraomui. И Авраам, он начал поклоняться Господу. Ir Abraomas lenkėsi Он Dievui, создал жертвенник. padarė aukurą, Он принес жертву на этом жертвеннике. atnešė auką То ant есть он aukuro, что-то отдал для Господа. kažką atidavė И, viešpačiui. конечно, дорогие друзья, это такая взаимная связь, которая есть Господь и мы. Tai yra abipusis ryšys viešpats ir mes. И в 8 стихе мы читали дальше, 8 eilutėje toliau skaitėm. что и оттуда двинулся он дальше, И- Авраам, Ir iš tenai jisai pajudėjo toliau и написано, и создал жертвенник Господу, и призвал имя Господа. ir pastatė aukurą ir šaukėsi viešpaties vardu. И что мы здесь замечаем, дорогие друзья? Ir ką čia pastebim? Что он создал жертвенник, Kad jis padarė aukurą, он что-то сделал для Господа. kažką padarė viešpačiui. Знаете, создать жертвенник это не просто, знаете, нарисовать там, картиночку, да? Padaryti aukurą tai nėra tiesiog paveiksliuką nupiešti. Знаете, как жертвенник строили? Вы знаете, немножко из истории, может, да, из фильмов. Ar žinote, kaip darydavo aukurus? Tai iš То есть брали istorijų камни, дорогие друзья, paimdavo да, akmenis, собирали эти камни, surinkdavo juos, строили этот жертвенник, дорогие друзья, statydavo aukurą, потом брали овцу paimdavo avį и приносили Господу. ir paukodavo И Dievui. что здесь в 8 стихе мы читаем? Ir kas skaitom Что 8 Авраам eilutė? создал жертвенник Господу Kad Abraomas padarė aukurą и призвал viešpačiui имя Господа. ir šaukėsi viešpaties vardo. То есть он призывал Господа. Jis šaukėsi Он говорил, viešpaties. Господь, ты нужен мне, да? Sakė viešpatė, tu man Это reikalingas. его молитва, дорогие друзья. Tai buvo jo malda. И, конечно, друзья, мы, как верующие люди сегодня, Mes kaip tikinti žmonės šiandien, как мы сегодня делаем жертвенник наш, да? kaip mes šiandien darome aukurą, Что мы жертвуем на этом жертвеннике? ką Да? tenai aukojam. То есть призываем ли мы имя Господне Ar сегодня? šaukėmės viešpaties vardo? То есть это нужно сделать, то есть время уделить для Господа, Tai reikia padaryti, skirti viešpačiai laiką, остаться в этом месте, pasilikti toj vietoj, слышать, что Господь тебе говорит. girdėti, ką kalba То есть, viešpats. друзья, должны быть действия с нашей стороны. Turi būti veiksmai iš mūsų Конечно, pusės. мы не собираем эти камни сегодня, да? Šiandien mes nerenkam akmenų, Мы не берем эту овцу сегодня. neimam avies, Но мы имеем тоже сегодня жертвоприношение, дорогие друзья. bet taip pat turime aukas šiandien. Это наше время, дорогие друзья. Tai mūsų laikas, Это наше решение, mūsų что sprendimas, мы хотим
призвать имя Господа. kad norime šauktis viešpaties vardo, Что мы хотим, чтобы наша молитва была услышана на высоте небес. kad mūsų malda būtų išgirsta danguje. И дальше, дорогие друзья, я хотел бы, чтобы мы в Новый Завет сейчас пошли, откроем Иакова, 5 глава. Ir Jokūbo 5 skyrių И atversim. потом мы еще посмотрим эту историю в книге Царств. Вы знаете эту историю, да? И немножко хочу просто напомнить, и пару моментов посмотрим сегодня, да? Иакова 5 глава и 17 стих. Здесь говорится: «Илья был человек подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на земле 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой». Jokūbo 5:17 eilutė. Elijas buvo vargo žmogus kaip ir mes. Jis meldė, kad nelytų. Ir nelyjo žemėje 3 metus ir 6 mėnesius. Ir jis vėl meldė, ir dangus davė lietaus, o žemė želdino savo vaisių. Здесь Иаков берет эту историю. Jokūbas ima šią istoriją. Мы ее потом откроем, дорогие друзья. Она написана в 3 книге Царств, а в литовской будет Pirmą kronikų. нет, Atrodo, ne? Самуэля, а пускай царь. Karalių. Первый король бус. Mhm. И давайте пока это посмотрим, потом посмотрим ту историю, которая написана в Старом Завете. И здесь говорится о том, что Иаков говорит: Илья, человек был похожий на нас. Ir Jokūbas sako, kad Elijas buvo panašus į mūsų žmogus. То есть он такой же самый был, как и мы. Jis buvo toks pat kaip mes. Да, он был пророком, дорогие друзья. Jis buvo pranašas Но у него тоже жизнь была по-разному. ir jo gyvenime buvo įvairiai. Иногда он был сильным человеком, Kartais jis buvo stiprus žmogus, иногда он смерти просил себе, kartais prašė mirties savo, иногда было так плохо, что он убегал от всех этих преследователей. kartais buvo taip blogai, kad bėgdavo nuo visų Но что у persekiotojų. Ильи был? Bet Что у Ильи было? Bet kas buvo pas Eliją? Он имел Дух Божий, дорогие друзья. Jis turėjo Dievo dvasią. Знаете, то, что мы сегодня имеем. Tai ką mes šiandien turim? Если ты родился свыше, Jeigu gimėjai iš aukšto, если ты покаялся в своих грехах, jeigu atgailavai, то Дух Божий пришел в твою жизнь. tai Dievo dvasia atėjo į tavo И gyvenimą. Дух Божий руководит твоей жизнью. Ir Dievo dvasia vadovauja tavo Из-за gyvenimą. этого Илья и мы очень похожи друг на друга, понимаете? Ir todėl Elijas ir mes esame panašus vieni kitus. И здесь Иаков говорит, что Илья, он был похож на нас. Ir Jokūbas sako, kad Elijas buvo panašus į mus. Чем он был похож? Kuom buvo Он panašus? не только был pохож, что он имел 2 руки и 2 ноги, правда? Jis buvo panašus ne tik tuo, kad turėjo 2 rankas ir kojas, Но он имел тот же дух, который имеет Господь. bet jis turėjo tą pačią dvasią kaip viešpaties. Мы имеем тот же дух, дорогие друзья, как и Господь. Mes turim tą pačią dvasią kaip ir И viešpats. что Илья делал, дорогие друзья? Ir ką darė Elijas? Он делал это Духом Божьим, дорогие друзья. Jis tai darė Dievo dvasia. Он не делал это от себя или своим телом, да? Jis nedarė iš savęs arba iš savo Но kūno, то, что Бог ему говорил. bet tai, ką kalbėjo И viešpats. здесь говорит, Илья был человек подобный нам и молился. Čia rašoma, Elijas buvo kaip mes ir meldėsi. Что он делал? Ką darė? Молился, дорогие друзья. Meldėsi. И не было дождя. Ir nebuvo lietaus. 3 года. 3 metus. И потом написано, снова он молился, Ir po to jis vėl meldė. и Бог дал дождь. Ir davė lietų. И, дорогие друзья, конечно, там был история, которую мы... Давайте откроем сейчас 3 книга Царств. Первая... Как? Коки? Пирма? Королю. Королю, первый. Да, в литовском немножко другой будет. 3 книга Царств в русском и Пирма Королю. Бус литовишки, я. Сейчас. Третья книга Царств, и у нас будет 18 глава. 18 skyrius bus. И с 41 стиха. Nuo 41 eilutės. Эта история, дорогие друзья, она начинается немножко раньше в этой главе, да? Ši istorija prasideda anksčiau šiam skyriui. Ну, давайте мы самую суть этой истории возьмем. Ir paimsim pačią esmę šios istorijos. И сказал Илья Ахаву: пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя. Elijas tarė Habui, pakilk, valgyk ir gerk, nes atūžė smarkus lietus. И пошел Ахав есть и пить, и Илья взошел наверх кормила, и наклонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими. Tad Ahabas nuėjo pavalgyti ir atsigerti. Tuo tarpu Elijas, užkopęs į Karmelio viršūnę, atsisėdo ant žemės ir priglaudė veidą prie kelių.
И сказал отроку своему: пойди посмотри к морю. Тот пошел, посмотрел и сказал: ничего нет. Он сказал: продолжай это до 7 раз. Savo tarnui jis paliepė, palypėk ir pasižvalgyk jūros link. Palypėjęs tarnas pasižvalgė ir pranešė, nieko nėra. 7 kartus Elijas liepė, vėl nueik. В 7 раз тот сказал: вот небольшое облако поднимается от моря величиной с ладонь человеческую. Он сказал: пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь. 7 kartą tarnas pranešė, žiūrėk, mažas debesėlis, nedidesnis už žmogaus plaštaką, kyla nuo jūros. Tada Elijas tarė, eik ir sakyk Ahabui, kinkyk vežimą ir leiskis žemyn, kad lietus tavęs neužkluptų. Между тем небо сделалось мрачно от туч и ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу и поехал в Израиль. Už valandėlės dangus apsiniaukė juodais debesimis, papūtė vėjas ir pradėjo smarkiai lyti. Įlipęs į vežimą, Ahabas nuvažiavo Izraelio link. И была на Илии рука Господня, он опоясал чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Израиля. Bet viešpaties ranka buvo virš Elijo, prisijuosęs drabužius prie jos mens, jis bėgo iki pat Ahabo, iki pat Izraelio. Знаете, друзья, вот эта история про Илью и Ахава, Ši istorija apie Eliją ir Ahabą, конечно, она очень была давно, дорогие друзья. jinai buvo seniai. Но эти принципы, они действуют и сегодня тем же самым образом, дорогие Bet друзья. šie principai taip pat veikia šiandien. Я хотел бы, я не зря мы прочитали Иакова, да, 5 главу. Ne šiaip sau mes Jokūbo 5 skyrių skaitėm. Иаков делает ударение, что Илья был похож на нас, Ir Jokūbas daro akcentą, kad Elijas buvo panašus į mus. и что он помолился. Ir jis pasimeldė. То есть ударение на молитву, дорогие друзья. Ir akcentas į maldą. И знаете, и вот мы сейчас открыли 3 книгу Царств, да, Dabar atvertėm 1 karalių и мы читаем эту историю в Старом Завете. ir skaitom šią istoriją Senam И testamente. некоторые пункты давайте посмотрим, что происходит в духовном мире, дорогие друзья. Ir pažiūrėkim kai kurios punktus, kurie vyksta dvasiniam gyvenime. Знаете, друзья, мы должны знать не только физический мир. Mes turime pažinti ne tik fizinį Знаете, pasaulį. физический мир очень трудный. Fizinis pasaulis yra labai sunkus. Но если мы говорим о духовном мире, он еще для нас труднее, потому что мы живем в теле, понимаете? Bet jeigu kalbame apie dvasinį pasaulį, mums dar sunkiau, nes gyvename kūne. Но Бог открывает, дорогие друзья. Bet viešpats И atveria. Бог хочет, чтобы мы знали принцип духовного мира. Ir viešpats nori, kad mes žinotumėm dvasinio pasaulio principus. И здесь, в этой истории, как Бог раскрывает, что происходит в духовном мире вообще. Ir šitą istoriją viešpats atveria, kas vyksta dvasiniam pasauliu. Мы читали Иакова, он помолился, не было дождей, потом помолился, и Бог дал дождь, да? Ir Jokūbo skaitom, kad pasimeldė nebuvo lietaus, pasimeldė ir lyjo. Конечно, прошло время, 3 года там, да? Ir praėjo laikas, 3 metai. Знаете, и, дорогие друзья, и здесь, когда как бы конец этой истории мы читали, да? Ir kai skaitom pabaigą šitos istorijos. И что Илья говорит Ахаву? Ir ką Elijas sako Ahabui. В 41 стихе мы читали это, да, 18 главы. Ir 41 eilutėje skaitėm. И сказал Илья Ахаву: пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя. Elijas tarė Ahabui, pakilk, valgyk ir gerk, nes atūžė smarkus lietus. Знаете, дорогие друзья, духовные люди, они получают откровение от Господа. Ir dvasiniai žmonės gauna prieškimus iš Dievo. Знаете, когда мы молимся, обычно ничего не происходит еще сразу, правда? Ir kai meldžiamės, iš karto nieko nevyksta. Иногда происходит, Kartais vyksta. но часто Bet dažnai в нашей жизни mūsų gyvenime такие большие проекты, dideli projektai. они не происходят. Знаете, вот помолились, и, как говорят, по волшебной палочке там что-то появилось, да? Kaip pasimeldė ir tarsi burtų lasdėlė pasirodė. Конечно, мы не верим в волшебные палочки, и мы против волшебства и всего остального, да? Žinoma, mes netikėme burtų lasdelėm ir esam prieš burtus. Знаете, Бог, дорогие друзья, Он имеет процесс. Ir Dievas turi procesą. И что Илья говорит Ахаву? Ir ką Elijas sako Ahabui? Я помолился, Aš pasimeldžiau. дождь придет, Ateis lietus. едь, ешь и пей.
gerk ir valgyk, все будет хорошо. viskas bus gerai. Но потом, дорогие друзья, мы читаем продолжение этой истории. Bet po to skaitom tęsinį istorijos. У Ильи начинается духовная борьба. Pas Eliją vyksta dvasinė kova. Знаете, очень легко говорить пророчество, правда? Yra lengva pranašystę Очень легко kalbėti. желать людям всего хорошего. Yra gera linkėti žmonėm viso Но ko после geriausio. этого мы не знаем, что происходит с этими людьми, которые нам говорили это пророчество, да? Bet po to mes nežinom, kas vyksta su tai žmonėm, kurie kalbėjo pranašystę. Я думаю, что они часто имеют духовную борьбу. Dažnai jie turi dvasinę kovą. И что Илья, он сказал царю такие прекрасные слова. Elijas pasakė nuostabius žodžius karaliui. Он говорит, все будет хорошо. Viskas bus gerai. Иди, ешь, пей, все будет нормально. Eik, valgyk, gerk, viskas bus gerai. И потом мы читаем в 43 стихе, да? Ir po to skaitom 43 eilutėje. В 42 стихе, извиняюсь. 42. Что Ахав уехал, да? Kada Havas nuėjo, Но Илья пошел, o Elijas nuėjo положил свое лицо между коленями своими. ir padėjo veidą tarp kelių. Понимаете, что у него было в его жизни? Ir kas buvo jo gyvenime? То есть он имел эту духовную борьбу. Jis turėjo dvasinę kovą. Он молился, чтобы Бог послал этот дождь. Jis meldėsi, kad viešpats atsiųstų lietų. Он получил в духе, что дождь придет от Господа, да? Ir jisai dvasioje gavo atsakymą, kad ateis lietus. И он сказал в 43 стихе, читаем мы, да? 43 И eilutėje сказал он skaitom. отроку, пойди посмотри к морю. Sako savo tarnui paliepė, palipėk, pasižvalgyk jūros link. Тот пошел, посмотрел и сказал, ничего нет. Palipėjęs tarnas pasižvalgė ir pranešė, nieko nėra. Он сказал, продолжай это до 7 раз. 7 kartus Elijas liepė, vėl nueik. И знаете, друзья, Илья начал молиться. Elijas pradėjo melstis. Илья начал искать Бога. Elijas pradėjo ieškoti Dievo. И он говорит своему слуге, Ir sako savo tarnui, иди, выйди к морю и посмотри, есть ли что на горизонте. eik link jūros ir pažiūrėk, ar yra kas И horizonte. пришел его слуга. Atėjo tarnas. И он говорит, ничего нет. Sako, nieko nėra. Вы понимаете, что происходит в духе? Ar įsivaizduojat, kas vyksta И dvasioje? другие бы сказали, Kiti būtų pasakę, я так и знал, что ничего не будет. aš taip ir žinojau, kad Как nieko гора эта nebus. стояла на этом месте, так и до сих пор она там и стоит. Kaip tas kalnas iki to laiko stovėjo, taip tebestovi. Знаете, но что Илья делает? Ką daro Elijas? Он получил от Господа в духе, Jis gavo iš viešpatės что dvasioje, Бог ответит на его молитву. kad viešpats atsakys į jo И maldą. после этого ответа своего слуги Ir po to atsakymų savo tarno он мог сказать, ну, ничего не будет, да? ir galėjo pasakyti, nieko nebus. Как сказал его, ничего нету. Nieko nėra, kaip Ну pasakė. что Илья говорит? Bet ką sako Он Elijas? говорит, продолжай смотреть до 7 раз. Žiūrėk 7 kartus. И знаете, и этот слуга ходил постоянно к морю и смотрел. Tarnas ėjo pastovi ir žiūrėjo į jūrą. И каждый раз он приносил и говорит, нету, Ateidavo ir sakydavo, nėra. ничего нету, Nieko nėra. ничего нету. Nieko nėra. И он говорит, продолжай. Sako, tesk. Знаете, дорогие друзья, что Господь нам сегодня хочет сказать? Ir ką nori viešpats Он говорит, pasakyti? что в духовном мире есть борьба, которую мы не видим, Ir dvasiniam pasauliu yra kova, kurios nematom. но она такая же реальная, как мы видим друг друга. Ji tokia pat reali, kaip matom vienas kitą. И, дорогие друзья, и если ты остановишься, когда ты ничего не увидишь в своей жизни, O jeigu tu sustosi, kai nieko nematysi savo gyvenime, и если кто-то придет к тебе от своих братьев и сестер из церкви, ir jeigu kažkas ateis iš brolių seserų pasakys, такие всегда мы имеем таких братьев и сестер. turim tokių brolių Они sesijų, говорят, ничего нету. sako, nieko nėra. Пастырь, сколько мы служим, но ничего Бог не делает в нашей жизни. Kiek tarnavom pastorių, viešpats nieko nedaro mūsų Знаете, gyvenime. и пастырь начинает слушать этих людей Pastorius pradėjo klausyti žmonių, и соглашаться с ними. sutikti su И говорит, jais. точно ничего нету, я так и знал, что ничего не получится. Tikrai nieko nėra, taip ir žinau, kad nieko Слушайте, пока nepavyks. не поздно, собираем чемоданы. Kol nevėlu, susirinkam Знаете, čemodanus. хоть успеем на какой другой корабль. Gal į kitą laivą suspėsim. Вот, и, конечно, и такой я немножко так утрирую все, понимаете, дорогие друзья. Tai kaip nukrypimas Да, toks. да. Но я хочу вернуться, дорогие друзья. Noriu sugrįžti. Илья был человеком Божьим. Elijas buvo Dievo Он žmogus. знал Бога. Jis žinojo Dievą. Ему не важно, что говорили вокруг него. Jam buvo nesvarbu, ką aplink kalbėjo. Ему даже не важно, что говорил его слуга. Nesvarbu buvo net ką tarnas Но он kalbėjo. говорит, продолжай смотреть до 7 раз.
Tęsk žiūrėti iki 7 kartų. Слово до 7 раз это, во-первых, совершенство, дорогие друзья. Žodis iki 7 kartų tai yra tobulybės, pilnatvės skaičius. И что еще здесь говорится? Ir kas dar kalbama? Здесь говорится о том, Čia kalbam apie tai, что нам нужно продолжать то дело, которое мы начали просить у Бога. kad testumėm daryti tą darbą, kurį pradėjom prašyti. О чем мы молимся сегодня, дорогие друзья? Apie ką meldžiam Мы šiandien? знаем в нашем сердце. Žinome mūsų У širdyje. каждого у нас есть цель и намерение перед Господом. Mes turim tikslą prieš Dievą. И может вокруг люди вас говорят, ничего не получается, ты молишься, ничего, ответа в твоей жизни нету. Gal aplink žmonės sako, tu meldies ir atsakymo tavo gyvenime nėra. А Бог говорит, продолжай до 7 раз. Viešpats sako, tęsk iki 7 kartų. Не остановись на том, что ты делаешь сегодня. Nesustok tame, ką darai. И знаете, и дальше мы читаем, дорогие друзья, Ir toliau skaitom. 44 стих. 44 В eilutė. 7 раз тот сказал, вот небольшое облако поднимается от моря. 7 kartą tarnas pranešė, žiūrėk, mažas debesėlis, nedidesnis už žmogaus plaštaką, kyla nuo jūros. И знаете, дорогие друзья, в 7 раз, когда пришел этот служитель, да, Ir 7 kartą, kai atėjo tas tarnas, он увидел что-то небольшое. pamatė kažką nedaug. Говорит, поднимается маленькое такое. Kyla maža taip. Знаете, а для Ильи O Elijui это был ответ от Господа. buvo atsakymas iš Он говорит, Dievo. иди к царю, Eik pas скажи, karalių, чтобы запрягал колесницы и быстрее ехал в Израиль. kad kinkytų vežimą ir greičiau važiuotų į Izraelį. И, дорогие друзья, и мы дальше читаем, в 45 стихе. Ir toliau 45 eilutėj skaitom. Между тем небо сделалось мрачным от туч Už, и от ветра. už valandėlės dangus apsiniaukė juodais debesimis, papūtė vėjas ir pradėjo smarkiai lyti. Знаете, дорогие друзья, когда мы молимся, Kai mes meldžiamės, я не знаю, встречались вы такие ситуации или нет, но я думаю, что если не встречались, то встретитесь. jeigu nesusitikot su tokiam situacijom, tikiu, kad susidursit. Что происходит, когда мы начинаем молиться за кого-то или за что-то? Kai pradeda melstis už kažką ar dėl kažko, Бог хочет спасти наших родных и близких. viešpats nori išgelbėti mūsų artimuosius, Бог хочет дать нам ответы. nori duoti У atsakymus. Бога есть ответы на каждую нужду. Pas viešpatį yra atsakymai į kiekvieną poreikį, Но, знаете, дьявол или враг душ человеческих, bet velnės yra priešas žmonių sielų. он не хочет, чтобы мы получили эти ответы. Nenori, kad mes gautumėm И он atsakymus. хочет привести нас в замешательство. Ir nori mus atvesti į sumišimą. И знаете, это вот похожая картина, что небо стало темное от туч. Ir tai panašai paveikslą, kai dangus tampa juodas nuo debesų. И поднялся ветер большой. Pakilo didelis И vėjas. знаете, бывает в нашей жизни вот такие картины приходят. Ir būna mūsų gyvenime ateina tokie paveikslai. Чем больше мы молимся, Kuo daugiau meldžiamės, тем больше проблем появляется в нашей жизни. tuo daugiau problemų ateina mūsų Но знаете, gyvenime. друзья, это признаки, Tai yra ženklai, что скоро придет ответ. greit ateis atsakymas. Если вы остановитесь, Jeigu jūs sustosit, если мы остановимся, jeigu mes sustosim, то мы потеряем все, над чем мы трудились. prarasim viską, dėl ko vargom. А Бог говорит, ничего не бойся. Viešpats sako, nieko Просто nebijok, продолжай. tęsk. Если ты знаешь меня, Jeigu tu pažįsti mane, если ты получил слово, jeigu gavai что я žodį, тебя исцелю, kad aš tave что я тебе išgydysiu, дам, kad tau duosiu, или я спасу твоих детей. arba išgelbėsiu tavo Что vaikus. происходит в нашей жизни, дорогие друзья? Kas vyksta mūsų gyvenime? Приходит такое, что дети начинают на нас восставать. Ir būna, kad vaikai sukyla prieš Я mus. слышал истории с нашей церкви, да? Ir girdėjau iš mūsų Говорит, чем bažnyčios больше мы istorijos. молимся, тем больше проблем приходит в нашу Ir жизнь. kuo daugiau meldžiamės, tuo daugiau problemų Но это ateina. признаки, дорогие друзья, Bet tai yra ženklai. что ответ очень близко. Atsakymas greitai. Конечно, близко это не знаешь завтра, может быть, да? Greitai gal tai nereiškia, kad Может, это rytoj, через месяц, gal už mėnesį. может, через год, дорогие Gal už друзья. Ну, metų. представьте, если вы 10 лет молились и год еще подождать, что O такое? įsivaizduokit, jeigu 10 metų laukit ir Но dar это, metus но это palaukit. признаки, дорогие друзья. Bet tai yra И мы ženklai. должны различать признаки, которые имеет Господь для нас. Ir turim atskirti ženklus, kuriuos turi mums viešpats. И он говорит, небо стало темное. Ir jis sako, dangus tapo Поднялся tamsus, ветер. pakilo vėjas. И он говорит Ахаву, Ir kalba Havui, езжай быстрей, važiuok greičiau. потому что ответ приходит. Ateina Чтобы atsakymas, ты не промок. kad tu nepražiūrėtum, kad nesušlaptum. Да, и знаете, и эта история скажет, что Бог был с Ильей.
Ir žinom, kad Dievas buvo su И Eliju, пошел большой дождь. pradėjo lyti. И вы Stipriai. представляете, земля, которая не имела дождя 3 года, 6 месяцев, да? Ar įsivaizduojat žemę, kuri neturėjo lietaus 3 metus ir 6 И люди, mėnesius? которые не видели дождя 3 года и 6 месяцев. Ir žmonės, kurie nematė lietaus 3 И metus вдруг 6 он пошел, mėnesius. этот дождь, Ir staiga pradėjo lyti. и он оросил всю землю. Ir sušlapino visą žemę. Знаете, и как мы поем один такой псалом, нам нужен дождь, Господь. Ir kaip gienam dainą, mums reikalingas tavo lietus И, дорогие viešpatie. друзья, очень важно, когда мы знаем эти ступени или признаки, Ir labai svarbu, kai žinom tuos laiptelius, ženklus, наши руки никогда не опустятся. kad nenusileistų И rankos. я хочу сказать сегодня родителям, Noriu pasakyti tėvam, у кого дети далеко от Бога сегодня. kurių vaikai toli nuo Я хочу viešpaties. сказать сегодня женам и мужьям, Noriu pasakyti moteriam ir vyram, у которых ваши половины далеко от Господа сегодня. kurių pusės yra toli nuo viešpaties. Когда приходят эти бури в вашу жизнь, Kai ateina audros į jūsų gyvenime, знаете, что после бури будет дождь благословения. kad po audros bus palaimos lietus, Но надо дождаться, дорогие друзья. bet reikia sulaukti. Нужно пройти это. Reikia tai Нужно не praeiti. испугаться, самое главное. Reikia neišsigąsti. И придет благодать от Господа. Ir ateis malonė iš Придет благодать от viešpaties. Господа. Ateis Дальше, malonė. дорогие друзья, одна история, которую вы знаете. Просто я хотел, чтобы вы записали. Это книга Даниила. Danieliaus knyga. Книга Даниила, когда он молился Господу. Danieliaus knyga, kai jis meldėsi viešpačiui. И мы знаем, что он не мог получить сразу ответ от Господа. Jis negalėjo iškart gauti atsakymą iš viešpaties. 10 глава. 10 skyrius. И с 11 стиха. Nuo 11 eilutės. Просто можете записать это себе, дорогие друзья, или подчеркнуть эту историю. Galite pasirašyti ar pabraukti tą istoriją. Эта история говорит о том, что Даниил молился Господу, он размышлял. Ir ši istorija kalba apie tai, kad Danielius mąstė. Знаете, друзья, очень важно вообще, когда мы молимся, Yra labai svarbu, kai meldžiamės, думать о Господе. galvoti apie Просто прийти в viešpatį, Его присутствие. ateiti į jo artumą, Просто оставить все наши заботы. palikti visus И rūpeščius. когда мы начинаем думать, Kai pradedam знаете, galvoti, приходит откровение от Господа. ateina prieškimai iš Приходит viešpatės, ясность от Господа. ateina aiškumas. Что нам делать? Ką daryti, Как поступать, дорогие kaip друзья? elgtis. И здесь говорится, что Даниил тоже начал рассуждать и думать о Господе. Čia rašoma, kad Danielius pradėjo mąstyti apie И viešpatį, начал молиться Господу. pradėjo melstis Искать viešpačiui, лица Его. jo veido ieškoti. И сказал он мне, Даниил, муж желанный, да? Danieliau, brangus ir žmogau, Сейчас, что-то у меня с зрением. Сейчас, подождите. Вникай в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Danieliau, brangus žmogau, tarė jis man, gerai įsidėmėk žodžius, kuriuos sakau, atsistok, nes aš atsiųstas pas tave. Jam tariant šiuos žodžius, drebėdamas atsistojau. Он сказал, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя перед Богом твоим, слова твои услышаны, я пришел бы по словам твоим. Tuomet jis tarė, nebijok Danieliau, nes nuo pat pirmos dienos, kai apsisprendei suprasti ir nusižeminti prieš savo Dievą, tavo žodžiai buvo išgirsti ir aš atėjau dėl tavo žodžių. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день. И вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я оставался там при царях персидских. Bet Persijos karalystės didžiūnas 21 dieną buvo man priešingas. Tikėk manimi, man padėti atėjo Mykolas, vienas iš vyriausiųjų didžiūnų. Aš palikau jį ten su Persijos karalystės didžiūnu. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим последние времена. Ir atėjau padėti tau suprasti, kas turi atsitikti tavo tautai dienų pabaigoje. И знаете, дорогие друзья, что здесь говорится? Ir kas čia kalbama? Что Даниил принял решение
искать лица Господнего. kad Danielius priėmė sprendimą ieškoti Dievo Что veido. Бог говорит о Данииле? Ir ką Dievas kalba apie Что Danielių? это муж желанный для Бога. Kad tai Dievui brangus žmogus, Что этот муж, которого Бог почитает. kad tai vyras, kurį viešpats gerbė. И знаете, он начал рассуждать и начал молиться, искать лица Господнего. Jis pradėjo mąstyti ir ieškoti Dievo veido. И что мы с этой историей узнаем? Ir ką sužinom iš šitos Тот istorijos? самый момент, когда Даниил только начал молиться, Ta patį momentą, kai pradėjo Danielius melstis, Бог послал ему ответ. viešpats pasiuntė atsakymą. Знаете, друзья, часто мы думаем, Господи, не слышишь наших молитв или что-то еще происходит. Būna galvojam, kad viešpats negirdi mūsų maldų ar dar kažkas Почему Бог не vyksta. отвечает на наши молитвы? Kodėl Dievas neatsako į mūsų Что maldas? происходит в нашей жизни? Kas vyksta mūsų gyvenime? Друзья, мы должны знать, что Бог слышит каждую нашу молитву. Turime žinoti, kad viešpats girdi kiekvieną mūsų maldą. И Он всегда хочет нам помочь. Ir visada nori mums И padėti. когда Даниил молился, Ir kai Danielius meldėsi и ответа не было ir nebuvo ни atsakymo, сегодня, ни завтра, ни послезавтра. nebuvo nei vakar, nei šiandien, nei poryt. Ну что Даниил делал? Ką darė Он Danielius? продолжал искать лица Господнего. Danielius ieškojo toliau Dievo Он veido. продолжал молиться. Jis Знаете, meldėsi. друзья, есть такие ситуации в духовном мире, которые мы не видим. Ir būna tokios situacijos dvasiniam pasauliu, kurių nematom. Но мы должны знать, дорогие друзья, Bet turim žinoti, что если мы располагаем сердце к Богу, jeigu mes savo širdį kreipiam į Dievą, если мы хотим узнать волю Божью для нашей жизни, jei norim sužinoti Dievo valią mūsų Бог gyvenime, обязательно даст нам ответ. viešpats būtinai duos atsakymą. Но бывают дьявольские силы, Bet būna velnių jėgos, которые не желают, чтобы мы ответ этот получили. nenori, kad sužinotumėm atsakymą. И написано, что Гавриил говорит, что я не мог прийти к тебе, Ir yra parašyta, kad negalėjau ateiti pas tave. потому что на небе была война. Danguje buvo kova, Потому что ответ, который я нес тебе, nes atsakymą, kurį tau nešiau, он не мог достичь тебя, negalėjo tavęs pasiekti, потому что было великое сопротивление. nes buvo didelis Но pasipriešinimas. пришел помочь мне Михаил, Bet atėjo pagalbont Mykolas. и я принес тебе это послание сегодня. Ir šiandien tau atsiunčiau šį pranešimą. Знаете, друзья, очень важно дождаться ответа от Господа. Labai svarbu sulaukti atsakymo iš Очень viešpaties. важно не испугаться тем, чем нас пугает дьявол. Svarbu neįsigasti to, kuo mus gazdina velnes. Знаете, иногда, как и мы говорили в начале, что иногда мы молимся, а молитва не помогает, а наоборот, еще, кажется, делает хуже, да? Būna, kad pradžioje meldžiamės ir ji nepadeda malda, o darosi dar blogiau. Знаете, там кто-то заболел у нас родных, Kažkas susirgo iš artimųjų, кто-то там, что-то случилось у него там, kažkas atsitiko. и мы говорим, может, тогда лучше не молиться нам. Tada sakom, gal geriau Знаете, nesimelsti. друзья, молитесь до конца. Melskitės iki Если galo. вы приняли решение, Jeigu priėmėt что вы sprendimą, хотите, чтобы ваши родные были с вами на небесах, jeigu norit, kad jūs artimieji būtų danguje su jumis, продолжайте молиться. Не melskitės. важно, что происходит, дорогие друзья. Nesvarbu, kas Потому vyksta. что Бог плохого ничего не делает, дорогие друзья. Viešpats nieko blogo nedaro. Бог хочет спасти людей. Viešpats nori išgelbėti И еще, дорогие žmones. друзья, я хочу Матфея прочитать 7 глава. Mato И 7 мы скоро skyrių. будем молиться, дорогие друзья. Greitai melsimės. И будем стоять в вере, дорогие друзья, немало не сомневаясь, что Бог ответит на наши молитвы Ir stovėsim maldoj nebejodami, kad viešpats atsakys į ją. до конца. Iki galo. Будем молиться, если надо, 7 раз, а может и больше, да, дорогие друзья. Jeigu reikės 7 ir daugiau melsimės. И будем наблюдать, что Бог делает в нашей жизни. Ir stebėsim, ką viešpats daro mūsų gyvenime. 7 глава и 7 стиха. 7 skyrius, 7 eilutė. Просите, и дано будет вам, ищите, найдете, стучите, и отворит вам. Prašykite ir jų bus duota, ieškokite ir rasite, belskite ir bus jums atidaryta. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa ir beldžiančiam atidaroma. И дальше Господь задает такой вопрос. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросил у него хлеба, подал бы ему камень? Ir toliau užduoda klausimą, argi atsiras iš jūsų žmogus, kuris savo vaikui prašančiam duonos duotų akmenį? И когда попросил рыбы, подал бы ему змею. Arba jeigu jis prašytų žuvies, nejaugi paduotų jam gyvatę?
И Господь делает характеристику всем людям. Ir viešpats duoda charakteristiką visiems žmonėms. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Tad jei jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų dangiškas tėvas duos gerą tiems, kurie jį prašo. Прекрасная история, друзья. Ir nuostabi istorija. Знаете, Иисус начинает и говорит, просите. Jėzus pradeda ir sako, prašykite. Знаете, Господь не говорит, не просите, да? Viešpats nesako, neprašykite. Он говорит, просите. Sako, Не prašykite. бойтесь просить. Nebijokite Конечно, prašyti. друзья, мы должны быть благодарны Господу, когда мы получаем ответы от Господа, да? Turime būti dėkingi, kai gaunam atsakymus iš Не viešpaties. забывать Его милости, дорогие друзья. Neužmiršti jo malonės. Что Он сделал нам вчера и третьего дня. Ką padarė vakar ir kitom dienom. Чтобы мы не были как эти прокаженные, дорогие Kad друзья. nebūtumėm kaip raupsuotieji. Знаете, мы только, некоторые люди нуждаются, пока у них есть проблемы, да? Kai kurie žmonės poreikį turi, kol turi problemų. Знаете, как только Бог помог им, Kai Dievas padeda, они говорят, спасибо, до свидания, мы пошли, да? ačiū, viso gero ir išeina. Знаете, и, конечно, Господь говорит, а не 10 ли я исцелил, говорит, O viešpats sako, argi ne 10 а išgyčiau, где другие, говорит. o kur kiti, Знаете, друзья, когда мы просим, kai prašom, почему мы просим? kodėl Потому prašom? что у нас проблема есть. Todėl, kad turim problemą. Потому что мы знаем, никто нам не поможет, кроме Бога. Nežinom, kad niekas išskyrus Dievą negali И padėti. когда Бог нам отвечает и помогает, Ir kai viešpats atsako ir padeda, не забудем поблагодарить Господа. nepamirškim padėkoti Потому что Dievui. иногда я видел людей, что от такой большой радости они все на свете забывают. Ir kad iš tokio didžiulio džiaugsmo viską И pamiršta. забывают и Бога, и вообще все забывают. Ir знаете. Dievą, ir viską И užmiršta. церковь, и всех остальных. И брат, сестер уже им никто не нужен. Все проблемы решены. Ir bažnyčia, ir visa kita. Visas problemos Знаете, išspręstos. друзья, может, не было решено, если бы церковь не молилась, правда бы? Gal ir nebūtų išsisprendę, jeigu bažnyčia Может, nebūtų не было meldusis. решено, если бы Бог не ответил и не помог тебе, да? Gal ir nebūtų išspręsta, jei Dievas nebūtų То atsakęs ir есть Господь говорит, padėjęs. просите. Viešpats sako, И что prašykite говорит Он? И Каса. дано будет вам. ir Да? jums bus duota. И дальше ищите, Ieškokite и найдете, ir rasite. стучите, и Belskite отворят вам. ir bus jums И Он atidaryta. говорит, Господь говорит о всех нас, что люди злые. Apie mus visus sako, kad žmonės pikti. Кто-то говорит, я не согласен, я добрый. Kažkas pasakė, aš nesutinku, Но aš если Бог сказал, geras. что мы злые, значит злые, дорогие Jeigu друзья. viešpats pasakė, kad pikti reiškia pikti, По сравнению с Богом. lyginant su И Dievu. знаете, говорит, если вы даете благо детям вашим, Ir jeigu jūs gerą duodate savo vaikam, даем мы благо детям нашим. ar duodam gerą Я vaikam? думаю, что мы, если мы можем не кушать, но детям последнее дадим, правда? Mes galim ir nevalgyti, bet paskutinį vaikam И даже если atiduodam. дети наши не такие, как мы их представляли, какие они должны быть, да? Ir jeigu vaikai netokie, kokius įsivaizdavom, Все равно мы их любим, дорогие vis друзья. tiek mylim, Все равно мы им будем давать кушать. vis tiek duosim Все равно valgyti, мы им будем помогать. padėsim. И Господь говорит, мой Отец Viešpats sako, mano tėvas, намного любящий kur kas labiau mylintis и намного больше может дать благо. ir kur kas daugiau gerą gali duoti, И Он тем более даст вам благо. tuo labiau jums duos gerų Так что, dalykų. дорогие друзья, пускай Господь благословит нас. Te palaimina viešpats. И, конечно, мы должны с верой приходить к Господу. Ir turime su tikėjimu ateiti pas Знаете, не viešpatį. сомневаться в Господе. Nebejoti Dieve. Когда Господь молился о воскрешении Лазаря, Kai viešpats meldėsi dėl Lozoriaus вы prikėlimo, помните эту историю, да? ar prisimena tą istoriją? Какая его была молитва? Kokia buvo jo malda? Он говорит, Отец, Tėve, я знаю, aš žinau, что ты слышишь молитву мою, kad tu girdi mano maldą и что ты поднимешь Лазаря. ir kad prikelsi Lozorių. И знаете, дорогие друзья, нам нужно знать Mums reikia žinoti Бога нашего. mūsų Нам viešpatį, нужно стоять до конца. stovėti iki galo И увидим дождь благословения Божьего. ir pamatysim viešpaties palaimintą Сегодня, дорогие lietų. друзья, я хочу молиться вместе с вами. Šiandien noriu kartu melsti su jumis. Я хочу, чтобы пришла вера каждому из нас. Noriu, kad ateitų tikėjimas pas kiekvieną iš Я хочу, mūsų. чтобы пришло решение в нашу жизнь. Kad ateitų sprendimas į mūsų То, что мы gyvenimą. начали, Ką pradėjom, чтобы мы не остановились, kad nesustotumėm, чтобы наши руки не опустились, kad nenusileistų rankos, чтобы мы поднимали наши руки к Богу, kad keltumėm rankas į пока есть viešpatį, у нас dыхание в нашем сердце, kol yra kvėpavimas mumise. за те цели, Už tuos tikslus, за те нужды, poreikius, которые мы сказали и просили у Господа.
kurių prašėm ir pasakėm И viešpačiui. может кто-то сегодня сдается уже. Gal kažkas pasiduoda Может кто-то šiandien, бури испугался. gal įsigando audros, Может давление от дьявола испугался. gal spaudimo iš velnio įsigando, И вы, может, сказали, лучше не буду молиться. gal pasakėt, geriau nesimelsiu. Знаете, друзья, не соглашайтесь с этим решением. Nesutikit su tuo Потому sprendimu. что это решение дьявола, Tai velnio а sprendimas. Божье решение. O Dievo Чтобы sprendimas, вы молились и молились до конца. kad melstumėtės ir И Бог melstumėtės говорит, и iki galo. увидите ответ, Pamatysit и atsakymą, увидите благодать мою pamatysit mano в malonę вашей жизни. jūsų И сегодня, gyvenime. друзья, будем молиться за себя, друг за друга. Melsimės už save, už viens Мы kitą. не знаем, кто через что часто проходит, Mes dažnai nežinom, ką praeina, но мы будем стоять в проломе друг за друга, bet stovėsime toje pralaužime viens už kitą, да, чтобы помочь нашим братьям и сестрам. kad padėti broliams И sesėms. знаете, друзья, молитва имеет великую силу. Ir malda turi didelę jėgą. И молитва веры, дорогие друзья. Tikėjimo malda. Не просто наши слова имеют силу, Nepaprasti žodžiai turi jėgą. но Господь говорит, приходите с верой ко мне. Viešpats sako, ateikite su tikėjimu, Немало не сомневаясь. nebijodami. Просто будем сейчас приходить с верой, дорогие друзья. Ateisim su tikėjimu, Немало не сомневаясь. То, nebijodami. что мы просим сегодня, Tai, ką prašom šiandien, мы своими глазами увидим в нашей жизни. savo akimis pamatysime savo gyvenime. Аминь, дорогие друзья. Amen. Будем молиться, да? Хорошо? Мельсимės. Давайте мы сейчас встанем, будем молиться за Atsistosim. себя, за наших братьев и сестер. Melsime su save už brolius seseris.